وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. Tidden bires iets geen nach itzara bil bil shitso dich eens gelaan Egypte hints mobo Egypte. Ich durch schon weine gest. الغريب بقى Самое странное, что ни сам Гудейби, ни его жена, ни его дочь хиджаб не носили. قلت له انت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة، ما لبستهاش طرحة ليه؟ اشمعنى الحجاب اللي الجماعة Почему экстремистские джамааты и салафитские шейхи так держатся за хиджаб и навязывают его женщинам? وهل هو И فعلا насколько хиджаб– часть ислама? أول حاجة لازم تفهم Во-первых, вы должны понимать, что, вопреки мнению многих людей, хиджаб– это не религиозное изобретение. Хиджаб носили еще за тысячи лет до появления ислама. Он существовал еще в древние времена. Его носили в Византии, в Месопотамии, и даже афинские женщины в эпоху Сократа и Платона имели привычку покрывать свои головы. كل شعب من Каждая из древних цивилизаций, которая вводила в практику то, что у нас сейчас называется хиджабом, использовала его по разным причинам. Например, в Римской империи замужняя женщина покрывала голову для того, чтобы окружающие знали, что она уже замужем. В то время как у древних греков и персов Резолюtion в Римской империи идвайц адол рил хдош мара я узучок йолок дохшиш айдал довай. если женщина принадлежала к аристократии, то она носила хиджаб как символ знатности своего происхождения. В Ассирийской империи, древнейшем государстве с документально подтвержденной практикой ношения хиджаба, относящейся к около 1400 году до нашей эры, то есть за более чем за 2000 лет до появления ислама, существовали законы, которые регулировали нормы одежды для женщин. Среди этих законов существовало предписание для свободных женщин покрывать свои волосы, то есть носить хиджаб, в то время как для рабынь и проституток было запрещено одевать что-либо на хиджабе, поскольку за несоблюдение им грозили суровые наказания. За такой поступок женщине грозило избиение палками и выливание на голову смолы. Время шло, и спустя тысячи лет идея покрывать голову распространилась и на соседние цивилизации, в конечном итоге добравшись и до Аравийского полуострова, региона, в котором зародилось верование, называемое исламом, главным источником которого был Коран. А спустя сотни лет правители мусульман придумали еще один источник и назвали его хадисами. И теперь вопрос, упоминается ли хиджаб в этих двух источниках? На самом деле, если мы обратимся к первоисточнику, то слово «хиджаб» там упоминается всего 7 раз. И при этом ни в одном из них хиджаб не имеется в виду как покрывало на женскую голову. Хиджаб используется в значении препятствия, стена, барьер, но ни разу как покрывало. Значит, хиджаб в Коране, как средство для покрывания головы, не упоминается. Теперь давайте остановимся на втором источнике, хадисах. Если мы обратимся к хадисам за источником упоминания хиджаба, то самым известным из них, который постоянно вытаскивают для доказательства обязательности хиджаба, будет следующий. Асма бинт Абу Бакр вошла к посланнику Аллаха в просвечивающейся одежде, и посланник Аллаха отвернулся от нее, сказав: «Асма, когда женщина достигает возраста месячных выделений, ей не годится, чтобы у нее было видно что-либо, помимо этого и этого», указав при этом на лицо и кисти рук. Этот хадис, который вы каждый раз слышите от поборников хиджаба, называется хадис мурсаль. والمرسل اللي ما في الصحابي يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا وهو ضعيف لا يحتج به. То есть даиф, слабый хадис. Почему? Потому что передатчик, который сообщает, что он слышал, как Аиша передает этот хадис, родился, когда Аиша уже не было в живых. Он в принципе не мог ничего передать от нее, хотя бы потому, что никогда не встречал ее. Кроме того, все остальные передатчики этого хадиса, то есть те, которые передают от такого-то, которые передают от того-то и так далее, являются ненадежными. Саид ибн Башир надежный, Катада ибн Диама лжец, а сам передатчик, услышавший этот хадис от Аиши, никогда не встречался с ней. И это самый известный хадис, который говорит о хиджабе, который приводится как главное доказательство его необходимости. До этого мы уже говорили о том, как хиджаб упоминается в Коране. Хорошо, тогда напрашивается вопрос, откуда в арабских обществах сегодня так распространен хиджаб?
Причина тому всего один коранический аят. Слово «хиджаб» там даже не упоминается, и даже сегодня, спустя 1400 лет, люди спорят о его толковании. Аят звучит так. «Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют на показ своих прикрас, за исключением тех, которые видны, и пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди». Что же стоит за этим аятом? Еще задолго до ислама женщины, жившие в условиях пустыни, одевали платок на голову, чтобы защитить свои волосы от солнца, пыли и ветра. Со временем покрывало вошло в традицию. Но несмотря на то, что они закрывали голову, они все же не покрывали декольте. А упомянутый аят требовал от женщин, вместо того, чтобы покрывать голову, чтобы они покрывали верхнюю часть груди. И пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди. Означает, пусть тем покрывалом, которым они покрывают свои волосы, они покроют свою верхнюю часть груди. И как всегда, люди разошлись в толкованиях. Некоторые посчитали, что нужно убрать покрывало с головы и одеть его на грудь, а кто-то понял, что нужно покрыть грудь в дополнение к покрыванию головы. Но если имелось в виду второе, то, наверное, стоило написать об этом поточнее. Грамотнее было бы написать «и пусть покрывает своими покрывалами грудь» или «и пусть покрывает своими покрывалами голову и грудь». Так предложение было бы однозначным и ясным, а не как оригинальный аят, о котором спорят до сих пор. Вы до сих пор ищете среди сотен интерпретаций и постоянно задаетесь вопросом, что же именно Бог хотел этим сказать. Если вам нравится тратить время на эти поиски, то пожалуйста. Но есть кое-что, о чем я хочу вам рассказать, а именно о причине неспослания этого аята, о причине, которая кроется в историческом контексте и которая неоднократно упоминается в хадисах. Почему женщин заставляли одевать хиджаб? По одной простой причине, чтобы отличать свободных женщин от наложниц и рабынь. Что я имею в виду? Я имею в виду, что раньше женщин заставляли одевать хиджаб для того, чтобы люди могли знать, что она не рабыня, и ее нельзя насиловать. А если она не одета в хиджаб, Следующим нинцого дюштек самут ведег мячна духучуха за истинную ателяс бошум дачу. Но он рассказывает о тех противоречиях, что было и как могло быть критично. То есть, эgal дочу, öyle omstud шварток, что дюштек. Нинцого дюштек убо появление хиджаба ислама. Причина. Он дала юкиш. Чтобы отличать свободных женщин, прикиньте, от рабынь. то они сразу понимали, что она невольница. Но это еще не все. Если вы помните, мы уже упоминали, что в Ассирийской империи, если невольницы позволяли себе одевать хиджаб, то за это они несли наказание. Кроме того, их наказывали не только за покрывание головы, но даже за то, что они пытались прикрывать грудь. Не верите мне? Тогда смотрите. Ибн Таймия сказал, хиджаб для свободной женщины, но не для рабыни. Как то было сунной правоверных во времена пророка и его последователей, свободная должна быть покрыта, а рабыня открыта. Когда же Омар бин выявлял, что рабыня покрывается, то бил ее и говорил, «Неужели ты посмела уподобить себя свободным, я лякаа?» Лякаа означает подлая, низкая. А в другом хадисе, для другой рабыни, он сказал, «Ты посмела уподоблять себя свободной женщине, я даффар». Слово «даффар» имеет значение «гниль», «падаль». With all due respect, what the fuck are you talking about? То есть хиджаб был маркером свободной женщины, поэтому рабынь за попытку одеть его наказывали. А Омар бин аль-Хаттаб хорошо следил за тем, чтобы ни одна рабыня не смела покрывать себя. Однажды он ударил невольницу из дома Анаса за то, что она одела хиджаб. Он приказал открыть ей голову и не вести себя как свободная женщина, вдобавок обматерив ее. Эти правила нужны были лишь для того, чтобы окружающие, видя покрытую женщину, знали, что она свободна. Почему? Чтобы ее не домогались. А что с рабынями? Ну, рабынь домогаться это нормально, в отличие от того, чтобы установить законы, которые Ez nachts aydel mudo. Jolok tillerga, jogaiste doal shuso. Изуд мара юхаец jolok туршхлава айдла вой ночи. Акера совсем другое. наказывали бы домогателей вне зависимости от того, пристают ли они к свободной или к рабыне.
مش يفرق ما بين الحرة والجارية. А теперь, если вам интересно, как эту историю оправдывают шейхи, то это просто сказочный бред и отборная софистика. И это действительно искусство, потому что так выкручиваться нужно еще уметь. Главный аргумент заключается в том, что Омар бин аль-Хаттаб бил невольниц, если видел их покрывавшими голову. Потому что когда они работают в доме, они не могут носить хиджаб или покрывать полностью свое тело. Почему? А потому что тогда они не смогут хорошо убираться в доме. Почему? Потому что покрывало на ее голове будет мешать ей работать. استثنيت منه الأمة حتى لا يعوق ذلك المقصود من وجودها في البيت، سرعة الحركة والنشاط والخدمة وترتيب البيت وكذا. فإذا ظلت شديدة المحافظة على الزي الوقور الذي تسير به في الشارع منعها من المقصود في أداء العمل. Доходило до того, что рабыня Омара бин аль-Хаттаба, а это, если что, девочки, которых он пользовал, когда они обслуживали сподвижников или других гостей, приходивших в дом, то у них не только голова была не покрыта, но еще была открыта грудь. في شيء اسمه درة عمر، الدرة اللي كان سيدنا عمر يقال فضرب بدرته، هذا طولها. سيدنا عمر كان عنده منهجية وهي رفض التزوير. كان بعض الإماء يتظاهرن بأنهن حرائر، فهذا نوع من الضبط لمفهوم الصدق في المجتمع كان عند سيدنا عمر بن الخطاب. Каких только удивительных историй вы не понаслышитесь, но никто ни разу не скажет, что это было неправильно. Также вы не услышите, чтобы хотя бы кто-нибудь признавал эти хадисы сомнительными или недостоверными. Поставив себя на их место, вы поймете, что вы в ловушке. Потому что если вы скажете, что это неправильно, то тогда выходит, что то, на чем нас растили с детства, ложь. Потому что те люди, которых нам ставят в пример, ну никак не подходят под образ лучших из когда-либо. А с другой стороны, если вы признаете, что хадисы, которые каждый из нас воспринимает как фундамент ислама, недостоверные, то тогда снова получается, что все, чему нас учили, ложь. И так замыкается круг. Получается, что ничего другого, кроме как юлить и заговаривать зубы, им не остается. Но тогда же это было нормально, что к свободным женщинам и к рабыням относились по-разному. فالمرأة الحرة أفضل من الأمة العبدة. Даже то, что называется ауратом, у свободной женщины и у рабыни не одинаково. По исламу интимная зона у рабыни – расстояние от пупка до колен. عورة الأمة غير عورة الحرة. То есть, если рабыня покроет зону от пупка до колен, в то время оставаясь голой выше пояса, то ее молитва будет считаться действительной. В то время как у свободной женщины нет, потому что аураты их различаются. Ей нужно будет покрыть оставшуюся часть тела, потому что Господу не все равно, молится ли перед ним рабыня или أما свободная. الأمة لا صلاتها صحيحة لو شعرها طالع لو كتفها طالع لو يدها طالعة ساقها خارج ما في ليست عورة. Стоит ли упоминать, что рабыни выставлялись на рынках полностью голыми? Перед покупкой люди видели их со всех ракурсов, чтобы понимать, насколько хорошо их можно использовать в работе по дому. Вы меня поняли. Доходило до того, что сын Омара бин аль-Хаттаба, когда хотел приобрести очередную рабыню, осматривал ее со всех углов, при этом лапая за бедра, ягодицы и, извиняюсь, просовывал руки промеж ног. كان إذا أراد ابن عمر أن يشتري جارية فراضاهم على ثمن وضع يده على عجوزها على خلفيتها. Я сейчас даже не хочу углубляться во все то лицемерие, в которое пали ратующие за хиджаб шейхи, которые каждый день вопят: «Сестра, одень хиджаб! Сестра, где твоя сдержанность? Где же твои манеры?» А на самом деле, во времена настоящего халифата, который им снится во влажных снах, женщин голыми выставляли на рынках. А сподвижники в достоверных хадисах, о которых я уже делал видео, и которые, как выясняется, ни разу не ему едва ли, за что я, кстати, был приговорен к тюремному сроку. Так вот, сподвижники в этих историях лапали женщин перед совершением покупки. عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له الرجل يشتري الأمة أينظر إلى ساقيها وقد حاضت؟ مش أمة صغيرة، حاضت يعني بنت 13 14. قال نعم. قال عطاء: كان ابن عمر يضع يده بين ثدييها وينظر إلى بطنها وينظر إلى ساقيها أو يأمر به. قلت له أستاذ يعني ما في هذه ومعروف يعني. Мне даже неудобно говорить обо всех остальных историях, которые происходили в те времена, потому что большинство из них носят просто порнографический характер, и за них снова могут посадить. Поэтому вам будет достаточно знать, что работорговля в исламе – это глубоко укорененная практика. والله لو انت عندك أمة ممكن ان انت تبقى ايضا ملكا ليمينك، ممكن تخدمك، وممكن ان انت كمان تكون عندك منزلة منزلة الزوجة وتولد منها. Работорговля была легальна в Саудии вплоть до 1962 а запрещена она была
только потому, что надавила ООН при рабстве преступлений. Всего лишь 60 лет назад в Саудовской Аравии существовали невольничьи рынки. Женщин выставляли голыми на продажу рядом с Каабой, у ворот Дарибы. At last we find what we have been searching for 6 months along the Persian Gulf. An open market in human beings. 3 men and 3 women are on sale. Расслабьтесь, я просто пытаюсь донести до вас, что практика покрывания головы хиджабом не имела ничего общего с нравственностью и моралью, как вам это втирают в наши дни. Потому что распущенные волосы, дорогие мои, не имеют никакого отношения к нравственности. Кроме того, если бы нравственность стала во главе угла, то хиджаб бы тогда подписывался бы как женщине без исключения, вместо того, чтобы избивать рабынь за его ношение. На самом деле, хиджаб – это просто способ деления на свободных и рабынь. Самое главное, что в наше время, когда эпоха невольничьих рынков уже позади, то и сами законы, которые были актуальны для той эпохи, не имеют смысла. А значит, если практики рабства существуют, то получается, что хиджаб тогда не играет никакой роли. Хорошо, если все так просто, почему хиджаб в наши дни играет такую роль? Еще недавно хиджаб не имел такого значения. Второе рождение он получил лишь в начале прошлого века, после так называемого исламского возрождения, сахва. В период, когда в исламском мире, и в частности в арабских странах, начали распространяться исламистские организации, которые поставили своей целью установление шариата, то в их авангарде стояли египетские братья-мусульмане. Основатель братьев-мусульман и их первый глава Хасан аль-Банна сказал, что процесс захвата ими власти в Египте не случится иначе, как с исламизацией Египта. А первым шагом в исламизации Египта является исламизация женщины. В 1939-м Хасан аль-Банна написал в одной из своих статей: «Женщине нет необходимости учиться и осваивать науки». Це паралелі сегодняшними днями в Египтах, Польше, и братья, и мусульмане, ислама, братья, партии. Прямая параллель с нашими этими сегодняшними братьями, которые в Европе пытаются нам насадить в государстве исламскую идеологию. Прямую параллель чуть-чуть. Колесо не придумали. Они все повторяют вот за этими людьми. Женщина создана для дома, поэтому обучайте их тому, что нужно для дома. Хасан аль-Банна видел для них лишь кухню и хиджаб. И это практически то же самое, чего добивался Хамас, потому что, как известно, они являются отделением египетских братьев-мусульман. И как только Хамас получил влияние в Палестине, первое, к чему они стали призывать, к установлению шариата. И первым их достижением стало одевание женщин в хиджаб. Они развернули широкую кампанию по насаждению хиджаба и принудили женщин сидеть дома. И ровно то же самое происходило и после исламской революции в Иране. Когда Хамини получил контроль над Ираном, первое, что он сделал, одел женщин в покрывало и установил бичевание наказанием за несоблюдение. Хиджаб или платок распространился только когда начали появляться исламистские организации, которые сделали хиджаб символом шариата и религии. Просто взгляните на арабских женщин 70-х и 80-х годов. Вы где-нибудь видели, чтобы на них был хиджаб? И большинство из нас не видели, чтобы на фотографиях наших мам или бабушек кто-то был закутан в хиджаб. Это просто было не принято. Платок встречался только в сельской местности, как часть культуры. Даже студентки Аль-Азгара в 60-х годах не носили хиджаб, но зато носили короткие юбки и в таком виде ходили в университет и занимались напротив шейхов Азгара. И это считалось нормой. Даже у шейхов Аль-Азгара ни их жены, ни дочери не носили хиджаб. И среди них были такие люди, как шейх Аль-Бакури, один из лидеров братьев-мусульман, или шейх Мустафа Исмаил, или шейх Ад-Дахри. Даже Абд-ар-Рахман ат-Тадж, бывший главу Аль-Азгара в 50-е, ни его жена, ни дочь не носили хиджаб. То же самое касается основателя братьев-мусульман Хасана аль-Банны. Ни дочь, ни его жена не носили хиджаб. И даже второй глава братьев-мусульман после Хасана аль-Банны, Хасан аль-Худейби, который выдвинул условия президенту Абд-ан-Насару, чтобы тот одел всех женщин в хиджаб, также не следил за тем, чтобы его дочь и жена покрывались. حضرتك عندك بنت في كلية الطب وبتروح الجامعة وهي غير محجبة. لما تفرض عليها الحجاب وتلزمها بيه يبقى طالبني افرض الحجاب على ستات مصر.
На протяжении последних 100 лет хиджаб выступал лишь как политический инструмент, как мерило успеха исламистов в стране и инструмент исламизации женщины, которая является первой ступенью в исламизации всего общества, которая затем, став на их сторону, откроет им путь во власть. Но все это не имеет никакого отношения ни к религии, ни к благому нраву, ни к морали. И лучшим доказательством тому служит тот факт, что ни жены, ни дочери египетского народа, включая шейха Аль-Азгара и даже самих братьев-мусульман, не носили хиджаб. Хорошо, Шариф, что же тебя так возмущает этот хиджаб? Ты что, хочешь, чтобы женщины голыми ходили по улицам? أختي في الله أنت ليه مش عايزة تتحجبي؟ أنت ليه متعاونة مع اليهود الذين يملكون بيوت الأزياء العالمية ويخرجون الموضات المضلات لتعرية المسلمات؟ Нет, серьезно, почему кроме нас больше никому в мире даже не приходит мысль считать женщину с непокрытой головой голой? Люди во всем мире адекватно реагируют на волосы женщин, но только не вы. Начинает закрадываться подозрение, что у вас какой-то фетиш. Ну, это, конечно, ваше дело, но все же нужно понимать, что это всего лишь форма одежды. В нем нет того, что вы туда вкладываете. Хиджаб вреден в силу многих причин, а иногда даже смертелен. Как это, например, было в Саудовской Аравии в марте 2002-го, когда 15 школьниц сгорели в пожаре в школе, потому что шариатская полиция запретила пожарным заходить в здание к сгорающим заживо девочкам, потому что на них не было хиджаба. Или случай с Аксой Барвес, которая родилась в Канаде в пакистанской семье, и когда ей было всего 16, ее отец и брат убили ее за то, что она отказывалась одевать хиджаб. Хиджаб вредоносен для общества, потому что тогда женщина живет в очень нехорошей атмосфере, когда не важно, что бы ты делала, тебя не ставят ни во что, если ты не покрыта. Вы знали, что в Камеруне есть племена, в которых девушкам, достигшим половой зрелости, прижигают грудь, чтобы она не росла, потому что иначе, по их убеждениям, она будет привлекать внимание мужчин. Breast dining or flattening is used in some African countries to try to stunt growth. A heavy, sometimes heated object is used with the belief that it will protect young girls from unwanted male attention. Первобытное мышление, да? Примитивные племена? Да, разумеется. Но только не кажется ли вам, что есть определенная схожесть между этими племенами и теми, в которых живете вы? Между людьми, прижигающими грудь, чтобы избежать внимания мужчин, и между покрывающими женщину, чтобы избежать внимания мужчин. Что-то мне подсказывает, что проблема здесь не в женщине. У всех мужчин одинаковая психология. Разница, однако, в поступках. Поверьте мне, неважно, сколько вам говорят, что они против домогательств, если вам впаривают отговорки, мол, когда женщина так одета, или когда она не покрыла голову, или парень не привык к такому, вот и не сдержался, они вам лгут. Разве мы не живем вместе в одном обществе? Почему есть порядочные люди, а есть насильники? Почему одни понимают, что одежда женщины не оправдывает ее изнасилование, а другие защищают насильника? Что нужно исправить, так это мозги, а не одежду. Проблема здесь не в хиджабе и не в покрывании головы как таковом. Проблема в той установке, которую хиджаб закладывает в обществе. Проблема в психологическом и физическом насилии, с которым сталкиваются девушки, которых принуждают носить хиджаб, даже если они не видят в этом никакого смысла. Проблема в истории хиджаба, который был придуман человеком, чтобы мужчина контролировал женщину и говорил ей, что одевать, а что нет. А спустя тысячи лет религии переняли эту практику для того, чтобы отличать свободных женщин от рабынь. И затем, после того, как рабство исчезло, хиджаб вновь вернулся с подачи экстремистов и для их политических целей. То есть, Шариф, ты хочешь сказать, что моя соседка носит хиджаб по политическим убеждениям? Или что отец заставил ее одеть хиджаб, чтобы отличать ее от только что купленных рабынь? Нет, конечно. Я не говорю, что в наше время женщины, которые носят хиджаб, носят его поэтому. Я просто хочу донести до вас, что за хиджабом стоит определенная история и определенные цели. На сегодняшний день хиджаб скорее социальная привычка, не более. Что-то, с чем девушка рождается. Инструмент, которым пользуется муж, покрывающий свою жену, чтобы чувствовать
почувствовать себя ближе к Богу. Инструмент, который использует брат по отношению к сестре, отец по отношению к дочери, чтобы почувствовать свою мужественность. Люди на улице воспринимают отсутствие хиджаба как оправдание домогательствам. И все это под прикрытием морали и религии. Потому что сложно представить себе, что кто-то признался бы, что он вырос в арабском обществе с извращенным представлением о мужественности, которое не может быть достигнуто, если он не будет контролировать поведение и одежду женщины. Но зато отговорок вы услышите много, как, например, что хиджаб повышает нравственность. Но, честно говоря, что-то я не видел такого прибора, который показывал бы, повысился ли уровень нравственности или упал в тот момент, когда женщина покрывает волосы. В общем, другими словами, это означало бы, что наличие хиджаба увеличивает моральность женщины, так же, как по этой логике длина бороды и религиозность увеличивала бы нравственность шейха. Я надеюсь, вы понимаете, что одно никак не зависит от другого. Этика и мораль — это относительные и сложные понятия, которые зависят от отдельно взятого человека и места. Даже у животных есть представление о морали, и их источник находится в голове, а не в одежде. Другое оправдание, что, мол, хиджаб никогда не препятствовал нормальной жизни. И если это действительно так, то это также справедливо и по отношению к мужчинам. Когда если кто-то говорит, что хиджаб не мешает жить, то тогда ты тоже должен надеть его и жить с ним. Справедливо же? Также можно услышать, что когда ты одеваешь хиджаб, ты выглядишь более привлекательно. И это называется влечение к закутанным в хиджаб. Сестра, одень хиджаб, чтобы избежать мужских взглядов. Но вообще-то, когда ты его одеваешь, ты выглядишь сексуально. Или, например, когда говорят, хиджаб защищает девушку от домогательств. Стоит ли упоминать, что исламские страны — лидеры по количеству изнасилований во всем мире, в то время как хиджаб и никаб здесь чуть ли не обязательны? Стоит ли упоминать, что страна с самыми жесткими правилами в отношении никаба является одновременно страной с самым высоким уровнем изнасилований мальчиков и девочек, при том, что большая часть этих инцидентов совершается даже не на улице, а дома их же родственниками? Стоит ли упоминать, что женщин, закутанных в никаб, домогаются даже возле священной Каабы во время хаджа? Притом нам всем известно об этом. А теперь задай себе вопрос, что бы ты предпочла? Идти в темное время суток, закутанной в хиджаб, а теперь на хаджа? Английsku učím, je tiež, je školu došla jazyk. Перевод ясно, то, что кто знает, пускай прочитает. Вообще сунуться, как это комментировать. Я Mekadinom donis jaudīts. Притом нам всем известно об этом. А теперь задай себе вопрос, что бы ты предпочла? Идти в темное время суток, закутанной в хиджаб у себя в исламской стране, или в темное время суток без хиджаба в таких странах, как Канада, Швейцария, Финляндия? Спроси себя, чувствуешь ли ты себя в большей безопасности, одетой в хиджаб в общественном транспорте в твоей стране, или без хиджаба в транспорте в стране, где хиджаба и религии в принципе нет? Часто говорят, что волосы женщины — это смута. Даже несмотря на то, что практически нигде, кроме арабских стран, волосы женщины не воспринимаются как смута в обществе, почему-то только у нас женские волосы приводят всех в замешательство. Почему остальная часть человечества относится к этому адекватно? Или это все остальное человечество не совсем мужественно, что их возбуждают женские волосы, так как от них возбуждаетесь вы? Вообще, если вы считаете, что это нормально, когда человек возбуждается при первом же появлении женских волос, то, боюсь, у вас проблемы, и вам стоит обратиться к соответствующему специалисту. ولذا قال سيد ولد آدم ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. А что делать, например, если у мужчины волосы лучше, чем у женщин? Это не смута для женщин. А мускулатура мужчины, занимающегося спортом, женщин это не возбуждает? Хорошо, а что если у женщины не очень красивые волосы? Их покрывать? А как быть с пророком Юсуфом, который, как говорят истории, от избыточной красоты соблазнял женщин настолько, что однажды увидев его, женщины порезались, лишившись пальцев, заглядевшись на его неземную красоту? Почему Господь не приказал ему покрывать свое лицо, чтобы не вызывать смуту среди женщин и не вредить им? إنه جميل جدا وحسن وجه لم أرى أجمل منه في حياتي
А почему женщина должна носить хиджаб во время молитвы? Разве он не предназначен для того, чтобы защищать женщину от мужских домогательств? А что если Господа тоже возбуждают женские волосы? Или вы скажете, что одежда женщины должна показывать уважение Господу? Тогда вы снова заврались, потому что в таком случае я вам еще раз напомню, что это ваши слова относительно того, что в религии аурат рабыни и аурат свободной женщины отличается, и что для рабынь абсолютно нормально молиться, будучи обнаженными выше пояса, а не то, что с непокрытой головой. А что делать, если женщина встретится со слепым мужчиной? В таком случае хиджаб является необязательным, правильно? Вроде как да, но вам все равно скажут, что хиджаб нужно носить. Да, но где же в этом логика? А ее нет, сынок. Слушай и учись софистике. Как мы уже говорили, они занимаются этим профессионально. Если это приказал Бог, то как мы можем это обсуждать? Это приказом Бога независимо от того, насколько нелогично это звучит, потому что так наверит Господь. А теперь вспомните, какие зачастую бессмысленные в своей жестокости преступления совершают экстремисты. Но это не важно, мы их простим, потому что эти преступления, по их мнению, воля Господа, обязательная к исполнению. Также и у многих других людей, которые выросли в своей религии и провели в ней всю жизнь, никогда не задавая вопросов. Что, в общем, понятно, потому что эти религии им навязали и вырастили их, запретив логически оценивать то, чему они следуют. Весь этот бесконечный цирк с ярлыками халяль, харам, обязанностью, сунной, дозволенным, разрешенным, макрух, мандуб и все остальное было придумано, чтобы стадо стояло в стойле и жило в иллюзии, что во Вселенной нет ничего важнее их секты. И даже если предположить, что хиджаб — это обязанность, то тогда это должно согласовываться с мнением шейхов, занимающихся интерпретацией ислама, верно? Хорошо, а если что-то, в чем бы они действительно согласовывались между собой? Вы услышите от них, что исламская умма согласна, или что правоведы единогласны во мнении, но проблема в том, что они никогда не были единогласны. Проблема в том, что когда шейхи слышат что-нибудь, что расходится с тем, на чем их воспитывали или учили, они начинают оскорблять и затыкать рот оппоненту. Ничто не напоминает? Вань угадал халду, просто, да, как в зеркало смотришь. شويه نصابين وجوم ربنا ابتلانا بيهم وربنا ان شاء الله يخلصنا منهم على خير اللي قالوا ان الحجاب مش فريضه. Почему? Чтобы вытеснить несогласных с их авторитетом. Эти люди никогда не соглашались относительно чего-либо. Даже сам Аль-Азгар иногда говорил, что хиджаб обязателен, а в другой раз, что это желательно. Иногда, что женщинам можно голосовать, иногда, что нельзя. И когда Дом фетвы выносит фетву, запрещающую что-либо или разрешающую, мы видим, как сотни шейхов заявляют прямо противоположное. Говорят, что Даруль Фатва не имеет никакого представления об исламе. А вот мы знающие, так что берите религию от нас. Вам скажут, что ислам — это ясная религия с четкой границей халяль и харам, в то время как на самом деле есть сотни ответвлений, у которых всегда можно получить халяль на что-то, если в другом ответвлении это признается харамом. Если честно, есть ли что-нибудь еще, что разделяло бы наше общество больше, чем религия? Для примера возьмем Саудовскую Аравию, в которой женщинам было запрещено водить машину в соответствии иджма ученых, во главе которых стоял Ибн Баз, бывший муфтий Саудии. Но шло время, эпоха поменялась, и вдруг выясняется, что водить машину женщинам — это, в общем-то, и не харам. И тогда иджма ученых постановила, что водить машину женщинам — халяль. الأصل في قيادة المرأة للسيارة الإباحة لانتفاء النص الشرعي على المنع. То же самое касается сексуального рабства, которое закреплено в Коране и было 1400 лет назад. Теперь вдруг отменено после того, как его запретила ООН. المهم لما التغى الرق ما بقاش في ملك يمين. А потом шейхи начинают исполнять вроде «Народ, вы о чем? Конечно же, рабство запрещено, ему нет места в исламе. Это же ислам запретил рабство. Просто потребовалось немного времени». هنا المسألة لا تتعلق بمفهوم العبودية والحرية لأنه يعني المبحث هذا يطول يعني الإسلام عمل على إنهائها لكن عدم التزام المسلمين أخر إنهائها 1400 سنة. Или, например, музыка, которую также запретила иджма ученых. وباتفاق الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم أن الموسيقى حرام. А сейчас, когда ситуация поменялась, по воле Всевышнего шейхи в Саудии сделали ее халяль, говоря, что музыка смягчает сердце. اللي شايف ان الموسيقى حرام ما يدوشناش انما احنا شايفين ان الموسيقى ترقق القلب وترتقي بالافئده وترتقي بالنفوس. مش عاوزين بقى اقول لك اصل ده يعني ارهاب
ومشاعر مرهفة ونمي العواطف كانت تقلة. Иранское обрезание, которое было обязательным и которое защищало большинство шейхов, включая Шаарави, из-за которого погибли тысячи девочек. الجمهور يرون أن الختان مستحب للذكر والأنثى خلافا لأحمد والشافعي يرون أنه واجب الختان على الذكر والأنثى. Пока власти Египта не запретили женское обрезание, признав его уголовным преступлением, и Аль-Азгар не выступил с заявлением, мол, конечно, женское обрезание это харам. ختان الإناث دي جريمة لم يرد عنها شيء في الشرع إن هو يأمرنا بختان الإناث. Хиджаб — это не самая значимая практика, за которую люди держались столетиями, пока она в конечном итоге не исчезла. Так или иначе, хиджаб все равно рано или поздно канет в лету. Так уж устроена человеческая природа, что она эволюционирует и не стоит на месте. Это лишь вопрос времени. Вот только хочу вам сказать, что есть очень много людей, которые теряют шанс жить своей жизнью, просто потому, что они беспрекословно подчинили свой разум шейхам, обычаям и традициям. Не станет, общество поменяется. Ровно так же, как взгляды, традиции, обычаи тоже поменяются. Вот только вас уже не станет. И уже не вы будете жить своей жизнью и следовать своему разуму. Вы же по-прежнему живете в постоянном страхе, что вы что-то сделаете не так, если будете думать самостоятельно. Вы же, когда вас не станет, свой разум, много людей, которые теряют шанс жить своей жизнью, просто потому, что они беспрекословно подчинили свой разум шейхам, обычаям и традициям. Когда вас не станет, общество поменяется, ровно так же, как взгляды, традиции и обычаи тоже поменяются. Вот только вас уже не станет. И уже не вы будете жить своей жизнью и следовать своему разуму. Вы же по-прежнему живете в постоянном страхе, что вы что-то сделаете не так, если будете думать самостоятельно. Не будьте одним из таких. Жизнь намного ценнее этого. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Дух видео. Очень просто, логично все показываете на примерах с точки зрения логики. Думайте своей головой, а не головой шейхов из Саудовской Аравии, этих старых олшхаздацах. ونيا صليت في تري أرجع ربيش بات ربيش تصير عمل دير حشت واحد إيه لريش في تريش إيش لا يشتيحتو لا مشيتهم من حشت واحد Бога, он пришел к такому логическому выводу, что хиджаб им там тогда нужен был для того, чтобы отделять свободную женщину от рабыни. Это его точки, логическая цепь, там и другие множество причин. Но факт то, что хиджаб, никаб, они не исламом пришли, то Бог Иуда, что это всегда было у арабов. Он Римскую империю привел пример. Инвайцаду айдал мудон, зуда маря хильча, кюарт йолок тюрс айдал ду, айнохши. То же самое было в Римской империи. Платок носили замужней женщины. Также хиджаб появился до ислама у арабов в связи с географическими условиями места проживания, природные условия. Видишь? То есть это все. Тут ислам как бы ни при чем. Но сегодня ислам использует хиджаб в целях, политических целях. Как они в Египте начали ислам свой. Первый шаг, первое действие — это братья мусульман, это они одели женщин в хиджаб. Это политический шаг. Ровно те же самые братья мусульмане у нас сегодня в Европе сидят. Пропагандируют нам исламскую идеологию через хиджаб, через якобы какую-то нравственность в исламе. В исламе, оказывается, нет никакой нравственности и морали. Есть свободный человек, есть раб. Видите что?
Ой, ногч, понятие, что лучше, да, хорошо. У нас понятиях не жили. Мы же сами любим бить себя в грудь и кричать: мы чеченцы, у нас никогда не было князей или рабов. Но если у тебя этого не было, ты сегодня сам превратился в этого раба, ты вышел из этого ногчела. Это что? Это такие для меня это такие мелочные примеры, где есть множество противоречий. Восклицануман, ой, у них рабство якобы исчезло в 1962 году, и то по требованию кефира грязного. Они потребовали, что это не нравственно, типа, не морально, уберите рабство. Если наши деды 60 лет назад жили в исламе и были при этом нравственными, высокоморальными людьми, если они в это время знали бы то, что знаем мы сегодня, ислам исходя из той с точки зрения, какие были моральные, высокоморальные наши отцы и прадеды, праотцы. Если бы знали вот в этом исламе, который мы сегодня знаем, да никогда в жизни не приняли бы. А им принесли ислам. Как пришел ислам? Из Кантумаба он приходит через свою же культуру, приписывая себе это. То есть Гейтен карт Дагдойш, он там Египет, Сомали, называют это в конце концов, когда он приходит, назвали все это исламом арабским. То есть вайгума цахала инстаман дюш, то хабош нох шума цахала нох чирил цахала декчи ислам дер. Цадиан это ислам у нас забрал наши традиции, наши айдол и приписал себе. Подмена понятия вот сюда, говоря современным языком. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Файзан, очень интересно было. А теперь мне знаешь, что интересно стало? Почитать устав ООН. Вот там божественное писание будет. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Я حدشت ديك تقي ترى بيحكم بالله. Я говорю, я хочу теперь почитать устав ООН. Походу, это и есть божественное писание. Да. Который предписал в 1962 году Аллаху. Который запретил законы Аллаха, ты понял? Не, предписал Аллаху запретить рабство среди арабов. Да. Короче, саудиты себе музыку тоже, да, авторизировали, чтобы Шейдо Ибраим схватывал и гени он говорит. Оркестр арабский. Я хлеща для этого, походу, что вот так гастролировать сейчас, гайть 100%. Они понимают то, что если они как-то туризм хотят развивать, то, что им приходится. Даже арабы, даже арабчата знают, то, что нужно танцами, культурой показывать, если вы хотите дуэль себя, чтобы люди вас узнали. Самое дурачное, то, что наши нам говорят, наш шариат типа будет такой, самый шариатский, чистый. Египет тоже приходили под такими. Наш шариат самый Божий. Но в итоге что получилось? То, что получилось, мы видим сегодня в Египте. Это как законы природы. Видишь? Закон физики. Если ты подпрыгиваешь, ты не улетаешь в небо, а ты приземляешься на ноги. То же самое. Акадию, шариат и душун. Они придут через этот шариат к власти стремятся. И первым шагом, что они сделают, как везде делалось, все будут ходить в хиджабах. Женщина в обществе – это мать, сестра, мать твоих детей. Видишь, вот они вот по самому главному бьют в первую очередь. И снацакай твой ногчи.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Кстати, Тойзен, ты слышал одну версию этого никап сейчас, групп сейчас, я дал еще. Он типа предыстория Хая, он откуда появился. Я одну версию слышал, по-моему, Окчук и Снирмиарца на саму. Не знаю, насколько это правда. Ну, что дух версий, шесть, да, никап, хиджаб, но версии, это там же их множество. Куча воежи буя. Воежи бу куча. Понял. Ну, я потом как-нибудь. Асень вывод, чисто логический вывод. И на самом деле, Зокчава из Наостубо тоже, он подтверждает, что никап, хиджаб, такое понятие, это было до ислама среди людей. Это было связано с тем, в каких условиях они живут, в каких природных, географических условиях они живут. В пустыне для арабов женщина закрывала свои волосы от ветра, от песка. Также никак может быть... Бехмобил, Ирак другой момент имеет в виду истории. В принципе, не то, что там арабов, но и у нас на Кавказе, и европейские, и греческие, и итальянские, там везде. И накидка на лицо, паранджа ила, да, который лицо закрывает, это гаском это вишталки ок, веста, невеста, да, это вишталки. Знаешь, летишь? Давайте с другой стороны, никап, на это закрывание лица. Вы согласитесь, закрывать лицо среди людей, это что, сдючно? Это можно отнести к тому, что ты можешь никапом образа этой накидкой закрыть свой стыд. Допустим, и чтобы люди тебя не узнавали, ты закрываешь свой стыд. Вот я к чему ввел это, то есть у них же, они же поклонялись Богу Матери, Аллах и Штат, вот эти все, короче, Аштар моя, ну, короче, вот эти египетские шаи, не знаю я что, ну, факт у них богиня Матери, да, была вот где-то. Вот это вот Бога Матери, и у них там были ритуалы свои. И вот, знаешь, для таких вот ритуалов им приходилось как бы лица закрывать. Это его сдают сюда. Чтобы потом на следующий день не узнали, кто чья женщина. Сухой швацер, девчина, да? Прерываться, да. Терялась почему-то связь. Эллерг, я смотрю, у меня тут потерялась связь. Кажется, Аллакса, в общем. Ну, в общем, и даже греческий, древнерусский, висталк шалат, веста, да, невеста Борг. Оттуда идет в русских, к примеру, не оттуда, не с висталок, она Борг. Они служили, лица закрывали и, в общем, обслуживали мужчин. Это было практически у всех народов древнего мира. А арабы тоже переняли практически до Рехалаи. Лица закрывали, и в году там один день, ну, до древности больше было дней, там месяц раз, там что ли, или там лунный календарь, каждый новая луна дала, и смотрела. А в итоге так и осталось лица закрывать. А географически, то все это Африка, там, не знаю, другие там азиатские страны, намного больше песков, чем у арабов. Ну, не то, что много, также они же не закрывают и не влияет на это самое, на строение лица,
носа, там глаз. Очень хастах сам узкоглазие пошло от того, что там пески, ветра больше. А чужие арабы тогда не узкоглазые, если пустынь. Азиаты стали узкоглазыми. В общем, и меньше. В общем, и арабы испугали тоже. Это, в общем, по-простому говоря, проститутки закрывали свои лица. Окна Африка, пустыня, он дуканяться, он образоваться. Посмотри, там египетская цивилизация, когда была, там пустыни не было. А эти вчера рассказывали, которые влияющие на эволюцию на протяжении тысячелетий. На протяжении тысячелетий. Сухит, но просто я начал с того, как я пришел к такому выводу, да, куда не просто, что я хочу подчеркнуть, что сегодня ношение хиджаба, никаба в исламе политическим орудием искоренения свободы в обществе. И он тидам бадбизой. Это понятно, что раньше, когда люди, цивилизации носили им что мосо. Вот так, повторюсь, извиняюсь, надо за тавтологию. Сегодня никаб, хиджаб – это политическое орудие. Мы это должны для себя уяснить и понять, наконец. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ach so, Bardeš, Armad. Ach, Nexon, Hal, Zuhен. В пустыне. Так, получается, тогда и смысла нету, да, закрывать лица. Ну, как бы от палящего солнца, там, понятно. Так, подтверждается это сосун мячо теории или там низкий пол. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Конечно, прав, совершенно Ни стыда, прав. я царица, и стыда, и лия, что и вообще, я бьёхун щук. Ни стыда, ни совести, ни адреса дать. Ролик хочешь, минут 20, там идет история завоевания Кавказа. Там, в принципе, речь в основном идет об Армении и Грузии в те времена, если интересно, хватит. Ну, намерение. Allahu Akbar, Там тоже много информации, Allahu которую Akbar, я, может, и не знал. Allahu Akbar, Кстати, противоречивых речей. Allahu Akbar, Allahu. Маршал Дон, там есть еще история ислама, ролик хороший. И заход, хотим перезагружаться, стараюсь быть аккуратным в этом деле. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Кто-то скажет, что это душь. Раздробленных кавказских государственных образований, которые находились в сложных вассальных отношениях с Персидской и Византийской империями. Из народов, которые уже в VII веке оформились примерно в тех, кого мы знаем сегодня, мы можем выделить армян и грузин, в то время как те, кто позже составят основу этногенеза народов Дагестана, были народы, проживавшие на территории Кавказа. Когда мы говорим о завоевании Кавказа, мы говорим о регионе, который в арабской историографии именуется собирательным понятием Армения, которое, однако, не стоит путать с Арменией в нынешних границах. В качестве краткой вводной для оценки политического климата данного региона в преддверии арабского нашествия приведем цитату из труда по истории халифата видного историка-арабиста Олега Большакова. До начала арабских завоеваний Армения была разделена между Ираном и Византией. Удары, нанесенные империям в 637-39 годах, ослабили их реальную власть в Армении.
В момент, когда арабы вступили в Джазиру, нахарары византийской части Армении восстали и свергли византийского наместника Ишхана Давита Сахратуни. Верховным правителем Армении стал Марзбан из парапет иранской части Армении Теодорос Руштуни, объединив таким образом Армению. Он энергично принялся за формирование армии, но судьба отпустила ему слишком мало времени для того, чтобы организовать сопротивление вторжению извне. Главным препятствием этому была феодальная раздробленность страны, поддерживаемая ее географической расчлененностью. Представители древних княжеских родов ставили собственные интересы выше общенародных и опасались прежде всего ущемления своей личной власти. Как мы видим, в регионе сложились весьма благоприятные условия для вторжения с юга. Слишком занятые своими внутренними конфликтами, жители Закавказья недооценили риски и не смогли вовремя предвидеть, чем им обернется их разобщенность. А тем временем к ним уже подступали войска сахабов, предвкушающие передел скорой добычи. Еще в прошлом году, когда я планировал рассказ о вторжении арабов на Кавказ, я не знал, что Джамаат Кастекского через какое-то время тоже запустит цикл лекций, например, на ту же тему, где они в целом достаточно откровенно говорят о военной кампании арабов в интересующем нас регионе. Я рекомендую вам посмотреть эти лекции, если вы их еще не видели. И даже если вы мусульманин, но у которого сознание еще не покрыто беспроглядной пеленой, вас эти видео уже натолкнут на определенные мысли, которых я еще коснусь под конец. А сейчас мы попытаемся разобраться в вопросе, какие же плоды народам, населявшим Кавказ и Закавказье, принесло вторжение мусульман. Как мы знаем из достоверной сунны посланника Аллаха, лучшему из когда-либо живших было приказано сражаться, пока люди не засвидетельствуют, что нет Бога кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха. Только так они обезопасят свои жизни и имущество, в то время как их конечная судьба в руках Аллаха. Господь миров в своем последнем откровении человечеству вплоть до самого судного дня приказывает верующим: «Катилюхум хатта ля такуна аль-фитна, ва якуна ад-дин куллюху лилля». Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение, а поклонение не станет единственно как ради Аллаха. Лучшая из общин, чье сердце бьется ради акиды ля иляха илля, откликнулась на призыв Творца Вселенной завоевать всех, кто в него не верит, ибо они лучшие из людей, а как передано у Бухари в достоверном предании, поистине лучшие из людей те, кто приводит людей с цепями на шее в ислам. Именно так настоящий мусульманин воспринимает события той далекой эпохи, и именно так оправдывает мотивацию сподвижников, вторгшихся в земли, с которыми у них даже не было общих границ. Здесь служит убежденность в том, что они обладают монополией на некую безусловную истину, с которой они обязаны поделиться со всем человечеством, даже если само оно того не желает. Спустя 1400 лет уже очень сложно сказать что-то с уверенностью о тех далеких событиях. Возможно, многие из армии сахабов действительно были искренне одержимы сверхценной идеей распространения ислама, но все это лишь одна сторона медали. Ислам – это монета, в которой есть как и всем хорошо знакомый аверс, так и реверс, который зачастую служит куда более значимым мотиватором исламских завоеваний. Господь миров в своем Коране позаботился о том, чтобы войска правоверных, обрадованные раем за расходование своих жизней и имущества на его пути, также не были обделены и в этом мире. Исламская умма – это организованное формирование, существующее в первую очередь за счет набеговой экономики, где распространение религии Аллаха – задача уже второстепенная, в чем мы с вами убедимся, ознакомившись с источниками той эпохи. Когда речь идет о ранней истории ислама, от исламских проповедников часто можно услышать тезис, что мусульмане желали лишь блага для местных жителей и хотели принести им светлые идеалы ислама. Однако на этом моменте важно задаться себе следующим вопросом. Почему нигде из канонических исламских источников, ни ат-Табари, ни аль-Балядури, ни Бин Хайят, ни другие, не упоминают о целенаправленных попытках обратить жителей Кавказа в ислам? Если вы заглянете в классические арабские труды по истории, вы вряд ли где-нибудь найдете описание организованной политики исламской оккупационной администрации по проведению да'вата среди завоеванных народов. Зато вы найдете тексты договоров, которые мусульмане заключали с князьями Армении из персидской провинции Адарбайган, сегодня известной как Азербайджан, из которых уже многое становится ясно. В 643 году, когда мусульмане окончательно подчинили себе Адарбайган, назначенный халифом Амром бин аль-Хаттабом в качестве амира сподвижник Сурака бин Амр разделил свои войска и отправил их на несколько фронтов. Худайфа бин аль-Яман со своими людьми отправились в Аланские горы, собственно, к самому Большому Кавказу. Букер бин Абд – территория современного Азербайджана, Хабиб бин Маслама на Тифлис, современная Грузия, а Салман бин Рабиа на Албанию. Поход оказался провальным для большинства, кроме солдат группы «Центр», которые брали Муган.
Как сообщает Ат-Табари, Букейр взял Муган, разогнал его жителей, а затем, когда они признали поражение и согласились на джизью, предписал им следующие условия. С именем Аллаха Милостивого Милосердного. А здесь то, что обещает Букейр бин Абдалла жителям Мугана, который у Кавказских гор, а именно безопасность их имущества и жизней, их веры и порядков в обмен на выплату 1 динара или суммы эквивалентной ему с каждого совершеннолетнего. Они также обязаны проявлять искренность и содействие мусульманам, а также принимать их в своих домах на протяжении суток. Если они будут придерживаться этого, то и мы с Божьей помощью придержимся своих обязательств. Но если же они нарушат что-либо и обманут, то не будет им больше безопасности, кроме как если они сами выдадут обманщиков, а иначе разделят с ними их участь. Свидетель бин Джулая и Русарис бин Джунадиб. Написано в 21 году хиджры. Собрав сливки, арабы вернулись в Освояси. Однако уже спустя 3 года, в 24 году хиджры, когда неверные в Азербайджане отказались платить дань, амир Куфы Валид бин Окба отправил туда карательный отряд численностью в 12 тысяч бойцов во главе с Салманом бин Рабиа. Подавив восстание в Азербайджане, правоверные решили, что негоже преодолевать столь большие расстояния по пустякам, и наведались заодно с набегом в Армению, собрав богатую добычу и угнав в рабство женщин и детей. Самое же крупное наступление арабов на Закавказье развернулось в эпоху халифа Уthмана, лидерами которого были все те же Хабиб бин Маслама и Салман бин Рабиа. Проблемы начались уже с самого начала, когда бин Маслама сперва взял Каликалу, сегодня известный как турецкий Эрзарум, а потом чуть не был выбит оттуда греческим наместником, заручившимся поддержкой хазарского контингента. Крик Хабиба бин Маслама о помощи был услышан, и из Куфы ему на помощь прислали подкрепление во главе с Салманом бин Рабиа. Держали победу, но за это Салман потребовал свою долю трофеев от Хабиба. Дележ награбленного был урегулирован самим халифом Уthманом, после чего фронта были поделены между обеими деятелями. В результате Хабиб бин Маслама продолжил захват Армении и продвинулся вплоть до Грузии, не встречая особого сопротивления. А Салман бин Рабиа отправился грабить Кавказскую Албанию, преуспев в этом деле настолько, что даже сумел взять персидскую крепость Дербент, или как его называли арабы Бабуль-Абуаб, ворота ворот, которыми персы заслоняли узкую полосу побережья между Кавказскими горами и Каспием, защищая себя от набегов хазар. Опьяненный успехом, Салман предпринял самый северный в истории арабов поход, продвинувшись на территорию современной России, на 200 километров от Дербента, вплоть до Баланджара, на реке Сулак. Абдурахман ибн Рабиа сказал: я хочу напасть на Баланджар. Шахр-Барас сказал: поистине мы довольны ими, то есть баланджарцами, хазарами, если она оставит нас в покое от набегов за Бабля. Мы этим довольны. Если они на нас не нападают, зачем на них нападать? Оставим на них так. إن سخوت شاقز راجل خزارش مش بوتيتsa بيوتش بشو الخيتشا который так не отставали от них набег сейчас. Он ему советует. Да, он советует ему. Потому что Хазар была сильная армия. Это знал, они постоянно сталкивались. Конница именно, да? Конница, да. Они постоянно сталкивались с хазарами, иранцы хазари. Он знал, о ком идет речь и куда он идет. Но Абдурахман ибн Рабиа сказал: зато мы не будем довольны ими, пока мы не застигнем их в собственных домах. Сказал Абдурахман ибн Рабиа: клянусь Аллахом, если повелит правитель правоверных, если позволил бы нам наш амируль му'минин, нам в данный момент делать свои дела решительно, то из разных арабских племен, что благодаря ими я привел бы в развалины их дома, сказал Абдурахман ибн Рабиа, наш сподвижник. Шахр-Барас сказал: а кто же эти люди, о которых ты рассказываешь сейчас мне? Абдурахман ибн Рабиа говорит: эти люди, которые являются сподвижниками посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Какой гордостью он это говорит? Конечно, эти халху карты уже цагайся Дербент تذكر مخلي يخزر شو وين تحي الشيء صناعي تراي وين أخليته ما شو سنة تليش هيدوش مش عربي سانتي ده شو الإسلام كنا пришел миролюбиво Бог, да, мы сами приняли Бог, явный güç bu, да. Гордостью, güç, oh
там это. Te teaptă ce jēzin, i to institūju, što teaptă štui. To jēzin duk nah ārarījā, i armēnski teritoriji tie nah buj. Царючек, Италия, Армения, Цейлоца, Тайолуш. Между собой цели юбан моменте Абдул-Малик ибн Марван Халиф-Полш, ибн Зубейр Конец. Война я индукция, когда шеюка между собой разладятся и на Армении отложится дичь. Свободные граждане нарушили договоры. Потом он один Абдул Малик поставил, убил всех вот этих нахаров, которых смог оставшихся, повелел собраться в церкви. И обещал, что он увеличит им льготы. Обманул, короче, закрыл церковь и сжег. Вот такой, в общем, фрагмент тоже есть в этой книге. Да, инскоин согу дьюч хари дирбент хармет чок арбы уже аж. Это арабские завоевания. Они в то время здесь инцу бьюч пере хазар шпатсан ильич беш хош хар вемет ки от Грузии. Вот этот перешеек Кавказских гор, север Кавказ, северный, вот мы. И вот арабы, которые пришли через Дербент к нам. И потом стал Дагестан. И потом Дербент и Хазар изгнали 1000 человек, и из Ирака и Сирии арабов привезли туда 10 000 в Дербент. В этой же книге это написано. Вот через это Каспийское побережье они вот пришли к нам. Вот, все, вот обогнули вот горы наши, и вот они зашли через Дербент. И армяне, грузины выжили, потому что джизью платили, да, или Ну, в какие-то эпоху истории, периоды они платили джизу, подчинялись и выживали в этом бардаке. Но потом Византия, Ёлш мою, Римская империя существует. Вот. А Грузия сохранилась, потому что у них были крепкие союзы с Византией. Вот. Через них она сохранилась в этом христианском своем виде Албаяса. Но сюда Византия никак не доходила, у них в войнах не принимали ни тех, ни других. И просто я как думаю, если наши в то время, как грузины в свое время, в то время взяли бы себе в союзники Византию, может быть, твоя история была бы совсем другая. Но по причине того, что как и та она что мы и этих не принимали, и тех не принимали, и в конце концов мы остались в таком меньшинстве. Да, это политику надо было вести, типа с кем-то сотрудничать, союз там, типа современный НАТО, Евросоюз. Да. Протекторат Целяться. Уэдеш, что мораль, политика, ментальность, никому не подчиняться. Да. А вот в сегодняшнем мире нам уже приходится, мы уже не то, что это, мы требуем протектораты, там, да, все это. Наконец дошло до нас, до меня дошло. Не-не-не, видишь там, Джамбулат Сулейманов, не дошло до него. Он меня обсмеял один раз, когда я ему сказал, типа, какой протекторат? Турецкий или типа американский? Победить или получить шахаду. Еще в джахилии, то есть доисламский период, они были обладателями таких качеств, как честь и благородство. Затем, будучи в исламе, проявление ими честь и благородство только увеличилось. И никогда не перестанет существовать это дело сохранения религии и распространения ислама. У них и сопутствовать им победа, пока не заменит их те, кто одержит верх над ними.
Эти слова сказал Абдурахман ибн Рабиа, ради Аллаху анху, и направился уже вглубь Дагестана, Ламбаванджар. Наткнувшись Но, хотя он говорит, вглубь Дагестана, но это тут он манипулирует. В то время в такого понятия, как Дагестана, не было, вы должны это понимать. Да, он это не имеет говорит. нынешнюю территорию. Да, но если он говорит произносить современные названия, у нас Бога в то время не было никакого Дагестана. Там были хазары, племена дикие, разбойники, бандиты, которые нападают на всех. Видишь, что больше не ценил. То есть добахающий придурок вообще. Не, погоди, Альберт, он рассказывает из юга. Мы должны знать, как что говорят. Интересно, душу. у хазарских войск мусульманские захватчики были разбиты, а аравийский бедуин Салман с братом Абдурахманом сложили свои буйные головы в прикаспийских степях. В то же время у Хабиба бин Маслямы компания шла куда более успешно. Не встречая никакого сопротивления, он то и дело принимал капитуляцию за капитуляцией, облагая города данью. Вскоре Хабиб с войском подошел к городу Двину, резиденции персидских наместников в Армении. Город дал Момент, когда они сложили степях, они отошли. Предыдущую карту вы видели, они до сюда дошли, потом опять отошли. но все же был обречен пасть под натиском мусульман. Как сообщает Аль-Балядури, Двин, в арабских источниках известный как Дабиль, получил от Хабиба бин Маслима следующие условия капитуляции. С именем Аллаха Милостивого Милосердного. Это письмо Хабиба бин Маслимы жителям Двина, христианам, иудеям и зороастрийцам, как присутствующим, так и отсутствующим на месте. Я гарантирую вам Это решено. Это письмо христианам, иудеям, зороастрийцам. сохранность вашей жизни и имущества, ваших храмов и синагог и ваших городских стен. Вы в безопасности. Мы держим свое слово, пока вы сохраняете верность и уплачиваете джизью и харадж. Аллах тому свидетель, а его свидетельства достаточно. Печатью скрепил Хабиб бин Маслима. После того, как мусульмане завоевали Двин и подчинили себе все близлежащие регионы, двинулась в Грузию, к городу Тифлису, сегодня именуемому Тбилиси. Не успели мусульмане дойти до желанной цели, как из Тифлиса им навстречу был отправлен посол с подарками и сладкими речами. Что точно он им передал, мы не знаем. Зато можем косвенно судить об этом из ответа, который в Тифлис Ну, вот так и Грузия выжила. Они не сопротивлялись. Страна, идешь, что это? Прямые аналогии. Видишь, то есть войнохчи санцала еще в любом случае. Sami, değil mi? Войдешь и политик целили на 20. Тбилиси, да? Рудин Гаишин. Вообще, Картлийские царства, Тбилиси включительно, изнасиловали всех женщин и подрезали им ахиллесовые сухожилия. Халатсыз шитахтирасинс и велчикаруриас, но самой он источник штейрелис. Вот, я не знаю, на ВОЗ инфо, кажется, то ли персы, то ли арабы. Полностью женский пол изнасиловать и на ахиллесовые еще подрезать те, что они не могли ходить, тухман, заражение, шлящие. Вот, и он виновся. То есть и грузины, они вот влили свой ДНК. правил Хабиб бин Маслима. Передает Аль-Балядури. Посланник ваш Ногли, или Ногла в арабской транслитерации неясно, явился ко мне и тем, кто со мной из числа верующих, и передал ваши слова о том, что мы народ, который Аллах предпочел и облагодетельствовал. Поистине это так, и много ему хвала. А также благословит Аллах и приветствует его пророка Мухаммада, которого он избрал из всех своих творений. Также вы упомянули о том, что вы желаете от нас мира. Ваши подарки я уже вычел из числа вашей джизьи. Также я написал вам договор и изложил в нем условия, которые вы либо принимаете, либо если нет, то вам объявлена война от Аллаха и его посланника. Ну а теперь ознакомимся с договором. С именем Аллаха Милостивого Милосердного. Это письмо Хабиба бин Маслямы жителям Тифлиса в местности Манглиз в Грузии о безопасности их жизни и церквей, монастырей, храмов и веры в обмен на подчинение и выплату джизьи с каждой семьи по динару.
Вам возбраняется соединять семьи, дабы уменьшить дань, а мы же запрещаем себе брать с вас выше того. Вы обязаны советовать и помогать против врагов Аллаха и его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, настолько, насколько в ваших силах. Кроме того, вы обязаны принимать у себя на ночь нуждающегося мусульманина и кормить его тем из дозволенного людям Писания, что дозволено и нам. Если кто-то из мусульман вынужден задержаться у вас на большее время, то вы обязаны сопроводить его до ближайшего войска мусульман, если есть такая возможность. Если обратитесь и станете совершать молитву, будете нашими братьями по вере, а если нет, то будете платить дань. Если мусульманам не удастся предотвратить захват вас врагом, то и с вас спроса за это не будет, но и условия договора при этом останутся в силе. Аллах достаточный свидетель. Теперь, когда мы с вами дали краткий обзор театру военных действий в регионе, остановимся на нескольких важных моментах. Как я уже упомянул в начале, есть определенная разница между декларируемыми целями исламских завоеваний и реальными. Сейчас, даже не вдаваясь в то, что, скорее всего, вплоть до 8 века не существовало даже самой исламской религии, которую подогнали под арабские завоевания уже позже, то даже опираясь на классическую исламскую историографию, станет понятно, что единственной целью, ради которой арабы двинулись на север, была нажива за счет набегов в этом регионе. В подтверждение этой гипотезе есть несколько аргументов. Во-первых, как вы уже, возможно, заметили, нигде из предложенных мусульманами договоров нет ясного призыва к исламу. За исключением договора с Тифлисом, где возможность принять ислам упоминается только вскользь, во всех остальных случаях единственным вариантом, который вам остается, если вы не хотите, чтобы мужчин вырезали, а женщин взяли наложницами, это платить дань. В целом, такая политика вполне соответствует классическому исламу, но не приказывать сражаться со всеми, кто отказывается принять ислам, пока те, будучи униженными, не станут платить дань. Но если мы обратимся к классическим толкованиям Корана, то узнаем, что униженными рабами их можно будет сделать только после того, как они отвергнут приглашение мусульман принять ислам. Убедиться в этом вы можете, обратившись к хадису от Ибн Бурейды, переданному в Сахихе Муслима под номером 1731. Когда же мы смотрим на политику мусульман на Кавказе, то там даже речи об этом не идет. При том, что многие города Закавказья сами капитулировали перед мусульманами, их сразу же заставили платить дань. Арабы не собирались никого обращать в ислам. Более того, это невыгодно, потому что если завоеванные становятся вашими братьями по вере, то с них мало того, что не получится брать дань, так с ними еще и делиться придется, будь то добычей в военных походах или закатом для бедных. Это было просто экономически нецелесообразно, поэтому армяне и грузины... То есть получается как? Грузинам чисто тупо повезло, и Армении, и Грузии тупо повезло, что делает их мусульманами. Прикиньте, просто они проходили чисто имперскими завоевательными целями ради наживы. Ислама они не приносили. Тупо повезло Грузии и Армении, получается. Они и сейчас так действуют, у него виляющая вот эта политика такая, подстраиваются, Не, я это к тому, Альберт, подвожу, что если и к нам они не приходили, не приносили ислам. Это ислам после стал внедряться в силу разных исторических событий. Эрмлой, Гюрджи, Керстама, Аллей, может, поэтому они просто жизнью с ним, правильно? Но те обращали Да, выгода было брать их дань, чем их делать мусульманами. Антитеррор, Хузауи. Смотри, у меня, пока я далеко не ушел, у меня два вопроса. Почему устроили геноцид над зороастрийцами, твое мнение? И почему в Коране постоянно вот это прилагательное «будь унижены», будете униженными? Ну, нету там ущемленными, там, задавленными, подавленными. Именно почему унижение ундюцига, вот ключевое фигурирует, я считаю. يعني باهم زود رشادك رب ليش بقشر ميكش بوبو عنا بوبو. Вот это стремление унизить, это какой-то комплекс какой-то, или что это там? То есть, если человек другого человека унижает, этот, который унижает, он имеет комплексы, это уже доказано. Просто так... Унижай и властвуй.
А вот у них почему вот стремление постоянно унизить? Психологическая травма детская или что-то? Сами потому что унижены Мухаммаду. Вот Гонда Мелел, Арбо, Деревин, Штили, Читер. Даиш, Баябаиш, Зудри, Дабдыш. Алфабадош, А вот Олшапта Эскармадуи унижены, Цапотабина, будешь, по сути дела. А насчет зороастрийцев есть такая версия, что царь и Пкыламаз, и отца, и как свидетели их уничтожали. И мухайту. Нет, сега, як политические цели, приходили с целью брать у них джизу и таким образом обогащаться. Религия у них так таковой цели, там весь мире ислам, шариат у них не было, это только сегодня появилась эта идеология. Тогда такой идеологии не было. Вот в чем надо подчеркивать. Ну, Пкыламаз, Ирхаят Полс, а еще такое мелочь, как Страх, есть страх. Это сильное оружие. Оставайтесь униженными в типа, и будут они унижены Бог. Это значит, Всевышний допустил ошибку. Он создал ЛГБТшных таких, он создал кривых людей бать. Значит, он совершил ошибку. Это все как бы наши интерпретации сложившихся обстоятельств и исторических фактов. Он хочет, чтобы мусульмане всех резали, захватывали, потому что он лоханулся, он создал людей и пахал, палки на нас. Надо мусульманам сказать, чтобы они всех резали, унижали, пока эти Sidon, я сухита бошен муд, но суханти меандало, что я хочу подчеркнуть, что явно видно из фактов исторических, что в те времена у арабов не было такой идеологии ислам, как сегодня мы ее знаем. То есть у них не было цели всемирный ислам, всемирный халифат и тому подобное. У них была всего лишь цель приходить, грабить и обкладывать народы джизи. Все. У них не было вот таких потребностей. Они захватили всех, дальше идти же надо. Когда ламу видели, еще же дальше есть. Всех захватили, освободили цыгаму, бунах. Это же тоже развивается. Дальше ламу ездит, дальше же есть пространство измерения. Даже шарик захватить в мультивселенной инопланетян, будет захватить бы корт наш варбусу. Это последний кусок чакоку, и потом будем обсуждать. С одной стороны, насчет собак. Спустя очень много веков и уже при совсем других обстоятельствах. Во-вторых, стоит обратить внимание на то, как арабами было организовано управление на захваченных территориях. Весь административный аппарат халифата в этом регионе сводился к двум ведомствам – налоговой и почтовой службе. Налоговая выполняла главную задачу, ради которой территории были захвачены, а почтовая служба должна была вовремя докладывать об актах неповиновения местного населения и запрашивать из Ирака карательные отряды. Кроме этих двух приоритетов, власть халифата никак больше не распространялась в Закавказье. Арабы не проводили никаких реформ, никакой культурной политики и никак не укрепляли инфраструктуру завоеванных городов, только поддерживая в целости военные дороги. И третий момент, который указывает на то, что никто из сахабов всерьез не воспринимал ни эти территории, ни людей, живущих там, заключается в том, что все выходящее за рамки сбора дани по-прежнему оставалось в компетенции местной аристократии. После подписания капитуляции местные армянские и грузинские элиты по-прежнему заведовали управлением в своих провинциях и даже имели в подчинении армию.
Если смотреть на такой порядок вещей с точки зрения ислама, то это никак не сочетается с образом правильного шариатского государства. Это же только что я об этом вам сказал. يا أيها الذين اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Вот те, кто уверовали, не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам является одним из них. Кроме того, кафирам в исламском государстве не то что армию нельзя иметь, но и в принципе запрещено владеть оружием. Это ясно следует из пакта Умара бин аль-Хаттаба, который он заключил с христианами Сирии и на который ссылается Ибн Кафир, толкуя 29-й аят суры Тауба, как раз посвященный джихаду против неверных и правилам обращения с ними после победы. Если бы арабы действительно стремились править в Закавказье на шариате Аллаха, то они как-то по-другому бы устраивали управление в новообразованных вилаятах. Подытоживая все вышесказанное, остается отметить, насколько противоречива история ислама и насколько избирательно в разные периоды истории применялись на практике те или иные нормы шариата. Я надеюсь, этот разбор дал вам пускай точное представление о том, как происходило знакомство Кавказа и Закавказья с теми людьми, которых сегодня там почитают своими кумирами и примерами для подражания. Мусульмане Кавказа, которые посмотрят это видео, пусть в очередной раз зададутся себе вопросом, какое отношение вы имеете к бедуинам Хиджаза Сураки бин Амру и Салману бин Рабиа, которые пришли наживаться на богатстве ваших земель, вырезать ваших праотцов и угонять в рабство их женщин. А вы, спустя 1000 лет, бредите рассказами о них, берете себе их имена и мечтаете выучить их язык. Подумайте. А пока что удачи вам и до скорой встречи. Резюме. videosun atsasan лишь яца балатау. У меня Резюме вопрос. или Забрел, этот вопрос у меня. Сколько процентов джизи и сколько процентов закат от мусульманина? Короче, сколько платит мусульманин и сколько платит неверующий? Sonra Ну, вот, парма, Мусульманин не платит джизью. он не джизи платит, он налог какой-то платит. 1 или 2%. 2%. 2,5%. Поверь, я доказательства. А? А джизи сколько процентов? А джизи, я не знаю, там это огромное количество. Больше, Фактически там. Больше, чем мусульмане платят. А, конечно, не знаю. Ну, 2,5. 2,5. Ага, 2,5%, 2,5%, да, суэры, это милостыня, это даже не налог, это милостыня. А когда у тебя почти 90% по джизе, да, расточительство, а образно рэкет, Ну, в общем, получается выгоднее, чтобы куда они, на кого они нападают, они не ислам принимали, а платили джизью. Так же получается? Да, но ты должен понимать то, что в то время христиане, это не нынешние христиане, они тоже вероубежденные, они тоже верили в своего Господа, все дела и тому подобное. И смена религии ради того, чтобы не платить там деньги, я думаю, мало кто на это, тем более Арбла и Гюрджи будешь, шинти батской религиозной, ты объяснил. Шейдином. Но Тойзен то, что говорит, это правда. Они насчет наживы, бас. У меня Тойзен в письме, где там описывается, если ты хорошо заметил, один фактор, он описывает все, как, чтобы, но когда дошел до мусульманства, типа, вы просто станете нашими братьями по вере. А он не упомянул там то, что с вас не будет браться жизнь или еще что-то такое и тому подобное. А естественно, отсюда национальная ислам, у него же столько информации-то нет. И, естественно, они, наверное, веру не поменяли свою.
Ирары, к чему я вот прихожу, если на тот момент, когда они приходили, если на тот момент, когда они приходили, Грузия, Армения, они уже по факту были христианскими народами. И как этот человек тоже говорит, у арабов, в связи с тем, что у арабов не было цели построения всемирного ислама или халифата, они просто брали с них джизью, и они их религию даже не трогали, им было на это наплевать. То есть я к чему прихожу? К нашим праотцам. Я как думаю, наши праотцы, что не мусульманами, то есть были зороастрийцами или язычниками. Почему у нас вот этот ислам укоренился? Это что же, к чему я это хочу? Если мы на тот момент, как Грузия или Армения, были христиан, более проще объяснить. Не, я имею к тому, что если мы на то время наши отцы были, или, как в примере Грузии, Армении, христианскими народами, уже укоренившими религию христианства, мы, наверное, сегодня тоже были бы христианами. В силу того, что наш народ был свободолюбивый, свободный, в силу того, что не принимали ни этих, ни других, вот у нас, и в конце концов, не через этот Дербент, через дагестанский, то, что они приходили, завоевывали наши земли, и у нас оставались их дагестанцы или другие народы, как калмыки, кумыки. Вот через них, через сотни лет, наконец, в 1996 году до нас дошел истинный ислам. Видите, что? Я вижу в том, что неспособность наших отцов, я это как не упрек говорю, а просто как бы мой резюме делаю, интерпретирую своего точки зрения. Сила в том, что наши отцы не умели или не хотели вести вот такую политику, как вела в то время и Грузия, и Армения. Там подчинялись, подарками одаривали. Видите, что в политику не вели, просто никого не принимали. Просто свобода для них была это первоочередное, как не знаю. Свобода все, никого не принимаем. Ишткалава дейш. И, соответственно, они в связи с этим не вели вот такую политику. Дай напоследок. Я сейчас напоследок скажу. Сунхам хардас всегда уэлюр отсюли махка этцул разный меч мичердойло дедас этцул камныш мичердойло. Сунхар то что само бахка бяхкин войн вот так вот там будет, чтобы они нам срали всю жизнь, да и что вахты син будешь тебе. Я даже вообще историю моя сейчас логически уэли чуш мичердойло бутигарпы. Разница, ну что ж. Но это одно, но клевым душу до сих пор до сегодняшнего дня, если к дню прийти, то она не чисто в идеологическом плане мешают нам во всех сторонах. Вот. И сян хилдо конфликт отчет. И иногда бошен чуябо на сюли ночи дайша шардайбо ночи мот. Они уже добились того, что отняли нашу национальную идентичность. Просто взяли, отобрали у нас наследие наших отцов и сунули туда наследие арабов со своей культурой, ментальностью, мировоззрением и с точки зрения морали. Это экспансия арабской идеологии до сих пор над нами ведется. И мы должны подчеркивать и громко заявлять, что инструмент этой экспансии является религия ислам. Это не значит, что вышли что от вас Бог откажется, или вы там в ад потом попадете. Дальше вот этим страхом перед смертью, загробной жизнью, вами манипулируют. Вам затыкают рты, вам затыкают ваши мозги, которые Богом предназначены. Да не вам думали своими мозгами, в конце концов. Знаешь, что еще тоже произошло вот последние годы?
произошла замена Бога. Ну вот, Дейл Лорвей, короче, и потихоньку его заменили Аллахом. Аллаху Акбар. Аккуратно. Аллаху И Акбар. многие на инстинктивном уровне воспринимают, что оказывается, мы до сих пор не знали, как его зовут, а теперь его, оказывается, зовут Аллах. Это как вот Аллаху Акбар. короче, психологическая такая вот замена, рокировка произошла. Сумсахум Афера, в общем. Ой, Дэш Ол Саам Дут Сигархави Анцаават. И сегодня до сих пор, в 21 веке, век технологий, доступных знаний Богдуса, нами до сих пор манипулируют страхом перед смертью. Никто оттуда не возвращался, и никто на этой земле, не пророки, которые были или которые могут быть в будущем, не знают, что там. Это все лишь интерпретация самих людей. И это еще дурдаш. Смерть неизбежна, все мы помрем рано или поздно. И никто не знает, что там будет. Избавьтесь от этого страха, живите своей жизнью, которая вам отведена на этой земле. Ой, годы, что мы себя сам загоняем в рабство. И здесь мы живем в страхе, и там будем жить в этой страхе. Ой, даже мой дешса мяршхаливай. Окна осудишься, ой, деш мяршхалышун. И христианской религии они были свободны. Арабского мира они были свободные. Да, мы сегодня должны быть политиками, не воинами, как наши отцы были. Наши отцы были вот воины, везде оказывали сопротивление. Но мы сегодня должны быть политиками, воинами в политике должны быть. Мы должны сегодня знать, кто для нас союзник и кто нам пользу принесет от этого союзничества. Если я не прав, то я с удовольствием вас послушаю. С собой, мосом тяца. Не снова, да, Hazem o babnesa busa patchak bo tuan alane patchak yo tiga khalla tuli wala huna adi muni adi nas wala wa qayla do tuan alane da ya noqt patchak yo in tak jim khana eyaleten atuqu tak turk Osmanski da qaykun şey Turetski brand et Dagestan wa aqus وبتيه جيندا لقد طبعا سولي مو اوسا سولي برشا سولي بر وبتيه خلا مويا سولي اتلامنشا تو داغستان خلا يا داغستان يا قانون توريت واخو سي تركو راسي يوم يانا توري داغستان دكازستان توران حيو للوتسار تقيل خوف نعرف نقطة تتوهان باتشاقم تو هلون Мустang, цыгам, Сюли бьют Сюлем, это такое общеобразованное понятие, Дагестан, Сюли, Сюли, там гинцы, есть абарцы, есть другие национальности. В этих источниках, самых арабских источниках, если было бы написано там племя Дергинцы или народ чеченцы или Нохша, в те времена не было таких национальностей, даргинцы, чеченцы, нохчах, тогда, как в арабских источниках они говорят, этот человек говорит хазары. Все. А что это за были народы? Что они делали? Не описывается. Но Вейн Махава, нохчи, схалитига, это наши предки были. Но они себя по-другому называли в те времена. Но мы знаем, что это были наши предки. Мы сегодня себя называем Нохчи, тогда они называют себя по-другому. С Богу не было тогда никаких ни даргинцев, ни аварцев и других племен. Были все хазары, которые сопротивлялись арабскому нашествию.
с Востока, с Азии. И войдешь, и почалче, ларья, и хазарш, бисня, вайтан, хазарш, санхидеро, дунята. Как сегодня Грузия называется, как и то времена Грузии. Или Армения осталась. А почему они остались Армения? Или Грузия осталась? Потому что вели какую-то политику с этими нашествиями, варварами. Подчинялись где надо, притворялись где надо. Но у наших отцов такого не было понятия. Войдешь, высоко мораль, нахрен. Первичная для них была свобода. И шли в эту могилу ради этой свободы. И Грузия сегодня собирательный образ. У грузин народности разные народности. И собирательный образ это называется сегодня грузинами. То же самое Армения. И то же самое была Хазария, кстати. Что шушады, что пошли, я что пошли, я там вышел. Хорошо. Микрофон перегружен, и он начал. А? Микрофон перегружен, надо сбавить микрофон, чувствительность. Включение шумодавления. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Микрофон. Akbar. Телефон yerine gelse mikrofon. Işte. Бэйба, спешь он разобрать. Пешло, там на троечку пешло, или хотя бы на троечку песится. Почему? Хэш, во, весь тала. Хопол, эрду болшварто, абя тачим гейно далашо, и джизе ер пьют шовчуа, и джиз, тига хаста динчо. Я так и не понял. Он, наверное, думает, что как бы за костей налоги усунов и кертна болшву только чистую платить надо и все. Дело в том, что от налогах и закстях и болшва и вадил что, а чиза это, как бы это выразиться, система взыскание дополнительного налога, ну и систем. То есть дополнительные взносящие швырты. Кстати, для информации, я еще нигде не встречал вот эту систему взыскания дополнительного налога, дополнительный налог. Я же россияю и систем вести на дополнительный налог. Это оно вместе. А я видел, налог это налог и все. А в России помимо налога еще есть система взыскания дополнительного налога. Ну и что, эта система работает и в этих мусульманских странах, и в России она работает. Вот. Я верю, что я смотрел, что хватило. Россия, получается, мусульманская страна. Ну, я не знаю насчет мусульманской или нет, но дело в том, что в мусульманских странах эта система действует на не мусульман, а в России она действует на всех граждан. То есть
Но исключением являются небожители, наверное. По-моему, вообще налоги не платят. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ну, тогда получается, которые вот нападают, вот представь вот себя на месте нападающих. Ты держишь в осаде какой-то большой город. Слушай, республик, государство Шмасахали, там были крепости и города. Вот. И у них там ворота были, там все такое. Представьте, это ультиматум. Тебе что выгоднее, какой ультиматум выгоднее им преподнести? Принять их идеологию и платить 2%? Или сразу предложить им, короче, просто оставьте свою, какую у вас есть религия, и платите. Конечно, видимо, первым пунктом шло платить джизью. Потом, если они там не соглашались, что посчитали, что слишком большой процент, тогда им начинали предлагать, тогда примите нашу идеологию, процент мы снизим тогда. Наверное, вот так как-то это алгоритм действия был. Альберт, там дело в том, что в политической системе РФ, там нужно было сохранять баланс. Вот. Дело в том, что ты предлагал стать мусульманином или платить джизью. То есть эти два варианта одновременно предлагали. И тот, кто становился мусульманином, чтобы не платить жизнью, он автоматически уже военно обязанный становился, он, ну, и в рядах исламской армии. А вот те, кто не становился мусульманином, а платил джизью, они не то, что имели право, но те, короче, и государственный, военный, и гумштаб, отец, батер, они ремесло ели, не вмешиваясь в эти военные. То есть те, которые платили жизнью, они, вступая в ряды этой армии, не становились участниками набегов, налетов на чужие территории. Ну и это с них снималось. Поэтому, они джизью платили дополнительный налог, да, своего рода казна пополнять хумдуи, поэтому в ситуации один из этих вариантов было невыгодно. Нужно было предлагать оба варианта одновременно, то есть, потому что и те нужны были, и те нужны были. То есть, Ну, это ключевой момент. Если выбирать быть военно обязанным, где у тебя нет никаких интересов, а просто идти по приказу и заплатить, чтобы, скажем, по-современному отмазаться от военной обязанности, конечно, лучше отмазаться. И сейчас это происходит, там, допустим, вот на Украину посылают России, у кого есть деньги, тот отмазывается. Это ключевой момент в этой истории. Ну, в принципе, так и делалось, если они приходили и ислам шайлат, эрат, шайзалат, эмалат, бокшел варианта, и в этой ситуации не было никакой выгоды, потому что им нужны были и мусульмане, чтобы идти в поход, военные походы совершать. Ну и, естественно, им и финансовая поддержка нужна была. Поэтому в этой ситуации
избегался тот вариант, что Аллах Богша. Но когда в последующем, когда уже казна была полна, когда уже нужды в том, чтобы наполнять казну вот этой системой взыскания дополнительных налогов, как бы актуальность в этом отпала, то, естественно, уже в дальнейшем и голову рубили, было такое. И Масад Бог, что если еще истории Богела, и что-то, короче, истории, понятия, Звучит очень логично. Allahu Akbar.